Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие горевные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, что ждет, что по судьбе в ближайшие 2-3 дня. Загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, назовите дату рождения. Так и спросите, что ждет, что по судьбе в ближайшие 2-3 дня. Я думаю, все уже настроились. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Ну вот кто-то будет занят исключительно любовной тематикой. Здесь вот и разговоры про любовь, и какие-то действия будут, свидания, встречи, приглашения, либо проявление к вам интереса. Вот здесь нам четко показали, мужчина ухаживает за своей женщиной, проявляется, делает ей подарки, говорит о своих чувствах, старается быть лапочкой. Да? Вот посмотри, какой я хороший, да? Согласись со мной пойти на свидание, либо обрати на меня внимание, я давно тебя люблю. Да, может быть, я не такой прям идеальный, да, может быть, не всегда веду себя корректно, но я не хочу вражды. Я наоборот хочу, чтобы между нами был мир и все было замечательно. Мои хорошие, ну кто в паре, кто в браке, мужчина будет проявлять к вам нежность. Да, как может, да, как умеет, но он будет стараться. Для тех, кто без пары совершенно, тут появится ухажер у вас. Причем, вы, скорее всего, знакомы с этим человеком, либо виделись. Да? Человек просто приступит к каким-то более активным действиям в вашу сторону. Да? Пусть он не будет очень навязчив, но тем не менее он будет проявляться. Прям смотрите, какой живой интерес. Он прям, знаете, как подпихивает к вам эту чашу любви. Кто у меня давно общается, встречается, вот у вас идеальная пора, прям тут да, для любви, для нежности, для признаний и для планов на будущее, совместных планов. Очень много, кстати, будете об этом говорить, какие-то бесконечные разговоры. Действительно, может быть, что-то решите наконец-таки, да, а кто-то начнет уже даже действовать, да, подыскивать квартиру, либо осуществлять переезд к любимому человеку. Однозначно, вот главная тема у вас проходит именно любовь. Для тех, кто не хочет, не желает и вообще, в принципе, да, не заинтересован в этой теме, скорее всего, близкой женщине, может быть, дочери, может быть, сестре, подруге, будете помогать разбираться с любовными отношениями. Вот именно идет ощущение, что вы рады за этого человека. То есть у вас сердце добротой наполняется, позитивными эмоциями. Вам хочется, чтобы ваша дорогая женщина, знакомая, была наконец-таки счастлива. Вот она вам будет рассказывать, вы будете ее поздравлять, радоваться за нее будете. Так вот, мои хорошие, очень, кстати, позитивно идет. Так, интересно, здесь нам показали работу. Работа. Кто у меня работает? Здесь вот смотрите, прям с кем-то вы объединитесь. Либо у вас с кем-то дружба завяжется на работе, либо идут очень плотные взаимоотношения с каким-то руководителем. То есть, может быть, на вас обратят внимание, может быть, ваш руководитель, либо самый там главный руководитель обратит внимание на вас. Здесь будет какой-то важный разговор, здесь могут быть какие-то очень важные предложения. Человек, как надеется на вас, да, человек вам доверяет, вам об этом скажут, да, прям попросит, пожалуйста, вот давай попробуем с тобой поработать, может быть, немножко в другом режиме, либо подпишем какой-то договорчик. Я тебе доверяю, я вижу, что ты молодец, что ты стараешься, что ты умеешь работать, что ты знаешь свое дело. Вот как испытательный срок, может быть, даже на новой должности, либо как проба идет у вас какая-то, да,
Может быть, не совсем ваша позиция, может быть, повыше что-то. Либо как объединять, возможно, вы будете. Ну, а кто-то пойдет на испытательный срок, кто-то прям выйдет уже на работу, будет проходить свой испытательный срок. Начальник вами будет очень доволен, прям очень, да, прям даже похвалит несколько раз. Может быть, даже сократят вам срок испытательный. Там, причем конкретно. А вот коллеги, понимаете, вот кому-то не понравится. Кому-то очень не понравится, что вы с начальством, значит, так скорешились, что вы общаетесь, что начальник, скажем так, влюблен в вас, да, не в смысле там, как мужчина в женщину, а как в сотрудника. Вот, могут быть вот такие кривые взгляды, холодные в вашу сторону, даже могут быть придирки и замечания со стороны кого-то из ваших коллег. Но если такое пойдет, значит, что вы все делаете правильно. Это зависть, это вот страх, что там, ой, меня подсидят. Поймите, вот если человек действительно хороший сотрудник, ответственный, порядочный, ему нечего бояться, он уверен в себе, он понимает, что я делаю свою работу честно, я на хорошем счету, ну кто меня подсидит, да? Мой начальник меня знает. А когда люди начинают вот так крутить, вертеть, это точно всякие балбесы, бездельники, ну и криворукие. Вот они боятся тех, кто работу выполняет хорошо. Вот. Ну, я не вижу, чтобы вас это сильно тронуло. Главное то, что ваше руководство, ваши начальники будут вами крайне довольны. Если вы работаете сами на себя, здесь, возможно, будет предложение какое-то очень серьезное, либо ну, вот как большой объем работы кто-то закажет, либо вы будете вести переговоры на какой-то большой заказ. Кстати, очень хорошо у вас все пройдет, прям еще раз вот. Вы все делаете правильно. Чего нельзя делать, так это в себе сомневаться. И нельзя ни в коем случае преуменьшать свои способности. Доверять себе надо. Доверять и заявлять о себе. То есть, если вам предлагают, вы говорите, да, конечно, я могу. Я не только могу, но я и сделаю. Поверьте, тут не выходит ситуации, когда бы вы там запутались, что-то не сделали, не успели, либо сделали плохо. Наоборот, вы большая умничка, вы молодец, и люди вокруг это видят. Ну, кто-то видит и радуется, а кто-то видит и плохо себя чувствует. Ну, понимаем, да? Зависть — это такая штука опасная, и она разрушает. Так, а еще момент. Здесь вот вам деньги какие-то идут, деньги. Но эти деньги, это не похоже там на зарплату, либо на аванс. Это вот что-то вам будут перечислять, я так понимаю, да? Это не наличными идут. Это вот как по каналам идут. Ну, так с карты на карту, например. Либо начислили вам какую-то выплату, вы будете ходить получать. Вот. Немножечко огорчитесь, что меньше, чем вы, например, рассчитывали. Может быть, комиссию какую-то придется заплатить. То есть здесь вот именно идет такое огорчение из-за того, что сумма не полная, либо сумма не та, на какую вы рассчитывали. Тем не менее, деньги к вам приходят, мои хорошие. Так. Кстати, для кого-то отыграется огорчение не из-за суммы, а из-за того, что вам что-то придется, может быть, вы пойдете одну сумму получите, а другую сумму вы вынуждены будете как передать, либо оплатить. Там, коммунальные, долговые обязательства, да, что-то еще будете оплачивать. И будет немножко грустно. Грустно от того, что деньги тают в руках. Да, так иногда бывает. Но не грустите, мои хорошие. У вас, кстати, очень замечательные перспективы открываются. Вы буквально вот сегодня-завтра о чем-то узнаете, о какой-то дополнительной возможности. Либо это возможность поступить на новую работу, либо это возможность не для вас, но для вашего любимого человека, либо кого-то из членов вашей семьи. То есть, как, знаете, новость идет о том, чтобы улучшить свое материальное положение. Кому-то, может быть, подработку будут предлагать, а у кого-то что-то будут, допустим, покупать, да, либо заказывать. Поэтому, мои хорошие, следите в оба, слушайте, прислушивайтесь. Новости будут очень хорошие. Прям порадуйтесь вы этим новостям. Так, идем дальше. Здесь какие-то поездки выходят. Но поездки на транспорте идут.
ну, автобус, такси, да, то, что имеет колеса. Куда-то вы будете ездить. Причем я так скажу, вы вот как-то очень рано будете ехать, прям рано-рано. И вот дорога эта ранняя, она какой-то очень долгой получится, прям как намучаетесь в этой дороге. А когда вы возвращаетесь, у вас, знаете, и дорога какая-то быстрая идет, легко, вот легко возвращаетесь, и настроение очень хорошее будет. Вот. И мысли, кстати, мысли могут быть, да, может быть, мне не ехать, может быть, это какой-то там знак, сигнал, мне там судьба маячит, типа не едь, видишь, как у тебя все тут сложно складывается. Мои хорошие, нет, это не так, вы обязательно должны съездить. Поверьте, результат будет просто замечательный. Да, туда вы едете в плохом настроении, дорога какая-то непростая, может быть, час пик, да, очень много людей будет, там трафик переполненный. А вот назад вы возвращаетесь налегке, с хорошим настроением. То есть дело, по которому вы будете ехать, очень удачно у вас завершится. Еще раз скажу, тут-тут-фу. Так. Здесь вот мужчина у меня выходит очень интересный. Мужчина, который, ну вот хочется сказать, голову морочит. Может быть, это связано с любовными отношениями. Может быть, это связано с работой. Может быть, связано с тем, что человек вам какие-то услуги должен оказать, либо оказывал. То есть мужчина как будто бы всегда увиливает от ответа. Вот вы его спрашиваете, он говорит, да, конечно. Вы говорите, когда? И тут наступает пауза. Пауза, да, либо человек говорит, ой, ну что ты меня так спрашиваешь? Я не могу тебе точный ответ дать, да, вдруг я ошибусь, а ты будешь ждать, да, у меня не получится. Ну, выкручивается, мои хорошие. Смотрите, он, да, действительно что-то от вас скрывает, там какие-то у него мысли очень много, он как будто бы подбирает для себя самый удобный вариант. То есть если на него надавить, он скажет, ну ладно, деваться некуда, я должен это сделать. А если, знаете, как рукой махнуть, сказать, а ладно, сделаешь, так сделаешь, так человек и будет тянуть резину, вилять туда-сюда, вспрыгивать, запросто может делать. Если вам срочно нужно получить ответ от этого мужчины, ну мужчина такой, знаете, юркий, он такой весь занятой, постоянно то не дозвонишься, то он туда-сюда прибежал, убежал, какие-то еще там истории рассказывают, что я там, смотрите, на расхват, а времени у меня совершенно нет. Да, он такой, и при этом проблема-то не в том, что у него времени нет, а проблема в том, что он очень, ну, хитро сделанный. Буду говорить, как я вижу. Такой кузнечик, знаете, прыг-скок. Если вам нужно, чтобы он сделал, либо ответил, либо сказал, надавите на этого человека, и он даст вам ответ, либо сделает то, что он должен был сделать для вас именно конкретно. Так, кого-то расстроит информация от людей полученная. Не могу сказать, то ли телевизор вы посмотрите, расстроитесь, то ли с какими-то людьми вы пообщаетесь, вот придет информация. Ну вот именно разговор, идет разговор. Почему-то вы очень расстроитесь после этого разговора. Какой-то разговор странный. Я не могу сказать, что лично конкретно вас касается. Но вы вот как за кого-то расстроитесь, либо распереживаетесь. Какие-то эмоции идут, ну, неположительного характера. Мои хорошие, смешно будет позже, когда вы поймете, что это все было, ну, либо сплетня, либо недостоверный факт. Да, вот тогда вы прям задумаетесь, скажете, боже, я так распереживалась, я там и таблеточку приняла, да, и голова кругом, и сердце не на месте. Оказалось, что люди вот так развлекаются, запускают неправдивую информацию, тревожат, будоражат всех вокруг, а потом оказывается, что это все неправда. Кстати, вот задумайтесь вы на эту тему. Возможно, даже кто-то примет решение не быть таким доверчивым человеком, вот, и не таким, кстати, восприимчивым. Как-то вот прям подумайте и даже какие-то перемены в себе запустите. Может быть, это не сразу у вас получится, но вот решение будет, да, что я не буду такой внушаемой, я не буду такой доверчивой, и я не буду так остро реагировать на информацию, которую я получаю. Так. Здесь вот еще, смотрите, люди у вас выходят. Не могу сказать где,
но вы этих людей точно знаете. Здесь 3 человека вышло, 3 человека, которые что-то делят между собой. Вам положен кусочек, да, вам положена тоже часть, но они от вас это скрывают. Скрывают и не хотят с вами делиться. Если узнаете себя в этой ситуации, вот, настаивайте на том, чтобы вам отдали вашу часть. Настаивайте, прям стойте на своем. А то они очень такие хитренькие вышли. Думают, ну мы сейчас тихоря тут поделимся, разделимся, а значит ей ничего не скажем, либо ему. Прям смотрите, они даже практически не прячутся. Вот. Не бойтесь спросить, особенно если это ваши родственники. Не бойтесь заявить свое право на долю, ну, вот в этом куше, который они будут делить. Это очень важно. Так. Здесь какое-то предложение вам поступит, либо вы кому-то сделаете предложение. Речь идет о какой-то либо покупке, либо поехать в место, где можно что-то купить. Может быть, подружка вас позовет, может быть, кто-то из родственников. Либо вы кому-то будете предлагать, у кого есть, например, автомобиль. Вы скажете, поедем в магазин вместе, посмотрим, может быть, что-то там подберем. Вы себе подберете, я себе подберу. Да, мне надо, например. Одна ехать, ну, например, не хочу, либо мне сложно. Давайте вместе. Вот. Кстати, поедете, вижу, что поедете, вижу, что накупите. Даже купите то, чего не было в вашем списке, да, то, о чем вы даже не думали. Как-то вы так конкретненько купите. У вас прям какие-то вот глобальные покупки идут, много всего разного. Но вы будете очень довольны своими покупками. Вы прям, знаете, настроение себе этим поднимаете. Вы говорите, ой, какая я молодец. Вот запаслась, теперь мне надолго хватит. И, кстати, да, будет чем запасаться. Вот какой-то выбор идет. Может быть, найдете то, о чем давно мечтали, что давно хотели купить. Либо найдете там привычные продукты по более низкой цене, либо товары по более низкой цене. Удачненько как-то съездите прям тут. Какой-то песок, прямо сильный песок. И я постоянно стучу, чтобы не сглазить вашу удачу. А удача, кстати, вам улыбается. Пусть не полной улыбкой, но тем не менее. И вижу, что к вам приходит периодически. А вы, кстати, по себе тоже замечали. Вот когда вы что-то планируете, думаете и никому об этом не рассказываете, то у вас очень хорошо и легко все исполняется. Как только вы делитесь своими планами, даже просто, ну, я не знаю, самому близкому человеку, просто озвучиваете свои планы. Почему-то всегда идет все наоборот. Наискось все идет. Вроде как вот, бери и хватай, а раз и последний момент вот как вас откинуло. Кстати, возьмите себе на заметку. Хотите что-то сделать, молчите до последнего, а уже по факту исполнения тогда уже можете рассказать, поделиться там и подробностями, и как это все начиналось, как это происходило, чем закончилось. Но только по факту. Да, вот планы свои не рассказывайте. И да, когда вы планируете, вот вы себе придумали план, ну прям придумали и отпустили. Не зацикливайтесь. У вас вот как-то, не могу сказать, что самосглаз, но что-то приблизительно похожее на это. И то, что глазят вас, это тоже есть. Другие люди глазят. Как-то восприимчивы к чужому глазу. Либо вас окружают люди достаточно, ну, скажем так, энергетически тяжелые, которые могут поглазить. Причем вот как-то много этих людей вокруг вас. Это могут быть не только там приятели, знакомые, соседи, даже в семье могут быть такие люди, которые обладают такой способностью. Так, погода тут сыграет какую-то шутку злую. Смотрите, у кого-то будет погода очень плохой, холодной, дождливой, а у кого-то наоборот, как засуха идет. Солнце жарко очень сильно.
Вот, могут корректироваться ваши планы, что-то будет сдвигаться, отодвигаться, переноситься. И не только, кстати, ваши. Да, может быть, вы с кем-то договаривались, и под влиянием погоды что-то будет меняться у вас, либо у другого человека. Это может быть. Ничего страшного в этом нет, это нормально. И испытывать судьбу, выходить там в непогоду, либо наоборот, когда очень жарко, ну, лучше побыть дома. Да, ничего страшного. Либо побыть в месте, где не так жарко, либо не так холодно, либо дождливо. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.